В республиканскую детскую клиническую больницу нагрянули налоговики. Но не с проверкой, а чтобы совместно с волонтерами, активистами ОНФ и представителями Лесного института привезти подарки для юных пациентов и медиков. К федеральному проекту «Мы вместе» присоединяются все больше организаций и неравнодушных граждан, которые откликнулись на призывы о помощи в сложный для республики период пандемии коронавируса. Павел Королев не остался в стороне. Волонтеры и представители ОНФ помогают врачам с самого начала пандемии. Они стали единым фронтом с медиками, поддерживают их не только словом, но и делом. Передают больнице такие нужные маски и перчатки, а также сладости и технику. И вот сегодня в полку бойцов с ковидом пополнение. К проекту «Мы вместе» присоединились налоговики и столичный вуз. Ребята собрали за счет собственных средств. И были приобретены 8 телевизоров и 6 планшетов. И они сегодня, присоединившись вместе к нашей акции, такой благотворительный жест делают нашим детям, которые, к сожалению, сегодня находятся на лечении в детской республиканской больнице. Кроме этого, у нас есть еще одни партнеры. Это Сыктывкарский лесной институт, волонтеры, которые сегодня предоставили сладкие пироги для медицинских работников. Конечно, в эти предновогодние дни обиднее всего попасть в больницу. Но ведь волшебства достойны все, в особенности дети. А подарки и внимание точно помогут создать праздничную атмосферу и скрасить лечение юных пациентов, многим из которых, к сожалению, придется встречать Новый год в больничной палате. Помогают больнице сделать атмосферу все-таки ближе к домашней обстановке, от чего очень сильно значит лечение детей. То есть та психологическая атмосфера, которая сопровождает ребенка в стенах нашей больницы, потому что больница – это все-таки для ребенка агрессивная среда. А вот то, что привозят и Управление Федеральной налоговой службы, и Общероссийский народный фронт, оно помогает все-таки скрасить нахождение детей в стенах нашей больницы. Телевизоры, планшеты и сладкое к чаю. Активисты молодежного совета регионального управления налоговой службы убеждены, во время пандемии добру нельзя на карантин. А такие подарки хотя бы на время помогут детям забыть о тяжелых недугах. Был клич, налоговые сотрудники, получается, на этот клич отозвались. Мы собрали деньги, приличную сумму собрали и решили сделать приятное. Сегодня дети получат телевизоры в каждое в отделение. У детей будут планшеты. Мы закупили сладкие подарки, украшения, чтобы они смогли украсить палаты к Новому году. Участники проекта «Мы вместе» считают, в это очень непростое время важно заразить детей вирусом оптимизма. Конечно, подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки юные пациенты республиканской больницы еще получат. Ну а самое главное желание, чтобы дети выздоровели, будут исполнять уже профессиональные волшебники – врачи. Павел Королев, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар.